Бахчисарай – город с многовековой историей, связанный с духовной и материальной культурой крымско-татарского народа. Бахчисарай – это еще история единственного тюркского университета Занджирлы Медресе в Восточной Европе, который действовал до 1934 года. Занджирлы Медресе, расположенный в урочище Салачик около Бахчисарая, один из известнейших памятников культуры крымских татар. В 1500 году его основал хан Менглигерай. И именно отсюда решили начать экскурсию, посвященную исламской цивилизации в Крыму, сотрудники Крымского исторического музея-заповедника. Почему она называется Занджирлы? Это в знак преклонения перед наукой, то есть хан приказал повесить эту цепь, чтобы каждый человек, который заходит в медресе, он преклонялся именно. Вот, и важно то, что на территории вот этого комплекса Девлет-Сарая, именно дворцового комплекса, самым первым зданием, которое было построено, это было именно медресе. Знак того, что именно ученые, просветители, это самые важные люди в государстве, именно они движут прогрессом. По традиции, медресе было не только образовательным, но и духовным центром. Обучение здесь проходило в несколько этапов. На первом этапе изучалась арабская литература, книжная грамота. На втором этапе изучались мусульманские законы и право, логика и арифметика. Здесь была своя мечеть, дюрбе, где захоронены Менглигерай I и основатель Крымского ханства Хаджи Герай. Также на кладбище захоронены известные религиозные деятели, среди них Исмаил Гаспринский, известный просветитель и издатель. Примечательно то, что Гаспринский работал в этом медресе, он сам преподавал там, он захоронен на территории Девлет-Сарая. И Гаспринский, как мы знаем, он основоположник идеи джадидизма, то есть это обновление. Если раньше больше делали упор на религиозном образовании, то здесь именно совмещалась религиозная деятельность и образовательная. После экскурсии во дворе Девлет-Сарая группа направилась внутрь. Внимание людей привлекли два зала. Первый – культуры и быта крымских татар. В нем представлена средневековая посуда и предметы, которыми пользовались крымские татары. Есть такая красивая традиция у крымских татар, когда молодой человек хочет жениться на девушке, он дарит ей белый платок. И в ответ, если она соглашается, принимает решение, что хочет выйти за него замуж, она должна вышить для него какой-то узор на этом платке. И со сватами в течение 2 недель она передает этот платок обратно, если согласна. Если не согласна, то ничего не передает. Ну вот вы можете увидеть пример такого платка. Второй – науки и образование. Здесь, начиная с 13 века и по 20-е, рассказали про ученых-мусульман Крыма и их вклад в развитие культуры крымских татар. Вот это произведение Бульбека Мухаммеддина и Аюба Кефеви, оно называется «Эль-Куллият». Это один из первых терминологический словарь мусульманских терминов. Вот это произведение также написано в Крыму и человеком, который проживал в Феодосии. Но это как раз 17 век, когда Феодосия была центром развития и духовного просвещения, и науки. Все, что в Коране непонятно, здесь как толковый словарь по терминологии, можно сказать. Ну, например, термин фикх. Фикх – это значит правоведение, и вот здесь растолковывается, то есть что такое правоведение, что включает в себя, какие аспекты именно исламское право. Гости отметили важность проведения таких экскурсий. По их мнению, это способствует развитию культуры крымских татар. En çok beğendiğim mevzu bizim alimler. Kırım toprağı pek bereketli toprak ve yüzyıllardan beri çok sayıda büyük alim yetiştirgen. Bu alimler ancak Kırım'da değil, bir millet öz tarihini bilmese o hiçbir vakit geleceğini kuramaz. Bu yüzden eğer biz çokça böyle merasimler, programlar yapsak ve bunun popülarizasyonu yapılması gerek, buraya gençleri getirmek gerek. И вот эта экскурсия, она как раз дает вот это ощущение самоидентификации. То есть ты ощущаешь, что ты представитель народа с глубокими корнями, и что ты можешь ходить по этой земле с гордо поднятой головой, потому что твои предки сделали слишком много.